Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. О чем говорят вам ангелы? Ангелы-хранители, ангелы-покровители, ангелы-защитники. Вот о чем они вам говорят, что вам важно узнать именно сегодня. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте узнаем, о чем говорят вам ангелы. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Да, интересная отсыпочка. Какие-то стены рушатся, стены, заборы, стены, преграды. Вот что-то начинает рушиться. Вы этого не видите, вы этого не замечаете. Либо, в принципе, не интересуетесь, что там, где там происходит. Но здесь показано, что стены и барьеры рушатся, блоки рушатся. И скоро об этом узнают все, либо скоро об этом будут говорить все, и до вас дойдет информация. Здесь, я так понимаю, такой посыл, что типа не отчаивайся, не переживай, либо готовься, ждут крутые перемены. Да, вот в этом посыл. И так можно прочитать. Так, еще здесь показываю человека, который думает о вас постоянно. Вы думаете, что этот человек вас забыл, вами не интересуется, а все ровно наоборот. Человек постоянно о вас думает, очень вами интересуется. И у этого человека есть данные о вас, либо какой-то осведомитель у этого человека. Кто-то передает о вас информацию. Человек интересуется, живо интересуется вашей жизнью, и поверьте, между вами и этим человеком еще не все сказано. Еще как продолжение какое-то будет. То есть, скорее всего, вы подумали, что забыл, не думает, не вспоминает. А все ровно наоборот. И думает, и вспоминает, и интересуется, и даже очень многое о вас знает. Еще здесь про какой-то обман говорят. Обман, который скоро раскроется. Либо обман нужно раскрыть. Может быть, вам нужно раскрыть обман. Здесь как близкий человек обманывает, может быть даже родной, а может быть просто близкий, там друг подруга. Вот кто-то вас обманывает. И у вас то ли как подозрения скоро появятся, может быть уже появились, то ли вот прям человек может проговориться, будьте повнимательнее. Обман, который раскроется, либо обман, который нужно раскрыть. Дальше показано, что вам какой-то женщине ни в коем случае нельзя верить. И нельзя с ней дело иметь. Эта женщина, она, понимаете, маму родную продаст, еще и недорого. Вот такая женщина. Склочная, на деньги ориентированная, либо кроме денег ее вообще ничего не интересует. В любой момент может и отвернуться, и продать. Хотя человек вот такой яркий, активный, деятельный, много обещает, вот такая вот пробивная женщина. Вот с ней лучше дел не иметь. Обманет, подведет, предаст, отвернется прям в самый такой вот неподходящий момент. Вот она такая, она такой породы, понимаете, такой породы человек. Всегда будет думать и действовать только лишь в своих интересах. Вас она может использовать в своих интересах, либо с вами она может общаться поскольку ей сейчас это выгодно. Не хочу вас расстраивает, но вот эта женщина, она прям совсем не подруга, и уж тем более дела с ней иметь нельзя. У нее прям на лбу как написано, что она предательница. А вот здесь показано, что женщина мужчине неинтересна. Неинтересна, а вы из-за этого переживаете. Допустим, вы можете ревновать.
ревновать мужчину к какой-то женщине. Либо там себе в голове придумали, что у них роман, что они любовники. Да? На самом деле это все не так. Мужчине эта женщина неинтересна, и этой женщине мужчина тоже не интересен. Между ними ничего нет. Нет, не было, и, судя по этим знакам, не будет. Не будет. А вы себе сердце травите, вы мучаетесь, может быть, ревностью, да, вот в переживаниях сгораете. Нет, ничего там между ними нет, не было и не будет. Неинтересны они друг другу. А мужчине прям вообще эта женщина, она ему даже как-то в какой-то степени неприятно, потому что он ее как побаивается. А женщины с таким характером прям совсем ему неприятны, да, с повадками, манерами, характером. Ничего между ними нет, поэтому ничего не придумывайте и не ревнуйте, не мучайтесь. А вот здесь показано наоборот, что женщина должна сохранить дерево. Может быть, вы ругаетесь очень сильно, может быть, вы хотите развестись, расстаться, да, вот как должны сохранить дерево, семью. Вы должны сохранить семью. Не надо держаться за эти отношения, не надо их разрушать. Мне вот даже больше как-то идет, что вы встречаетесь с этим мужчиной, и вам кажется, что он не намерен создавать с вами семью, либо несерьезно к вам относится. На самом деле, может быть, мужчина, ему времени больше надо, да? То есть здесь дерево все-таки, хоть и небольшое, но дерево. То есть отношения все-таки могут привести к созданию семьи. И, возможно, если вы не расстанетесь с этим мужчиной, вы с ним счастье свое найдете. То есть надо сохранить. Всегда успеете срубить, сломать. Но сейчас лучше сохранить. Ну и также девушки, женщины, кто уже в серьезных отношениях, может быть, вот задумываетесь о разводе, не время разводиться. И этот мужчина еще себя проявит. Либо он вам в какой-то момент очень понадобится, да? То есть не время дерево рубить, об этом речь идет. А вот здесь показана клетка, и эта клетка скоро откроется, да, дверка в клетку откроется, ну либо сама клетка разрушится. Тут ждать уже недолго. Здесь, знаете, как самые последние там минуты, часы, дни, они самые вот тяжелые, невыносимые идут. Но клетка уйдет, да, состояния в клетке не будет. Клетка будет открыта, и вы на свободу выйдете. Либо кто-то, может быть, вы даже не за себя думаете, может быть, кто-то из ваших попал в какую-то клетку. И здесь ангелы говорят о том, что клетка будет открыта, что человек свободу обретет. Ну, либо вы свободу обретете, либо кто-то, о ком вы думаете, свободу обретет. Про деньги здесь показано. Деньги. Здесь деньги вы должны то ли собирать, то ли копить, то ли на что-то откладывать. Деньги. Как-то правильно обращаться, распоряжаться с деньгами, либо хоть по чуть-чуть, но и себе откладывать. Это очень важный для вас момент, либо очень важным для вас в будущем станет. Денежку откладывайте, приберегите, можно так сказать. То есть не идите во все тяжкие, не спускайте все, что имеете. Не время трат, а время накопительства. Да? Вот, накопить, собрать, отложить. Либо просто хотя бы чуть-чуть отложить, по чуть-чуть откладывать. Об этом речь идет. Дальше. Здесь разговоры. Вы очень эмоциональный. Когда вы разговариваете, вы всегда говорите то, о чем думаете. Нет такого, что вы осторожничаете, либо вы пытаетесь больше слушать, чем говорить, там, может, боитесь высказываться. Этого нет. Наоборот, вы очень активно демонстрируете свою жизненную позицию. Вы делитесь своим мнением. Вот, разговоры эти могут доходить до людей неблагородных, до людей, которые могут против вас обернуть ваши же высказывания. Ну, как в простонародье говорят, стукачи. Да? Скорее всего, рядом с вами есть эти стукачи, и они слушают, что вы говорите. Особенно если мы говорим там, о политике, о руководителях на работе, о там, каких-то деятелях, да, которые там, что-то не то делают, либо вы не согласны с их деятельностью. Надо немножечко вам сбавить обороты и также меньше вот так фривольно высказываться, да, потому что вас слушают, подслушать могут, и потом могут быть из-за этого проблемы.
Я очень надеюсь, что люди живут в свободных странах, да, вот мои зрители дорогие, но тем не менее вот такой момент здесь показан. То, что вы говорите, могут исказить и в какой-то ненадлежащей форме обратить против вас. Вот об этом вы должны знать. Это не значит, что вы должны всегда молчать. Просто сначала подумайте, а потом скажите, да, и будьте начеку, потому что рядом с вами вот какой-то стукачи есть. Об этом речь идет. Чтобы потом не сожалеть, да, чтобы потом проблем у вас не было. Еще, мои хорошие, показаны какие-то разговоры, которые вас обижают. Разговоры, скорее всего, за вашей спиной. Это может быть и критика, и сплетни, и осуждение. Да? Вот какие-то люди не очень умные, не очень благородные этим занимаются. И вы обижаетесь, вы не понимаете, да, что вам сделать, чтобы это все прекратилось. Ну, здесь нет рецепта, здесь нет решения, потому что те, кто о вас говорят, они вам на самом деле очень сильно завидуют. Они так посредством этих сплетен выливают свою боль. Да? Ведь зависть — это боль. Ты завидуешь тому, кто лучше тебя. Ты завидуешь тому, на кого хочешь быть похожим. А поскольку им это не дано, либо для них это невозможно, вот они вам завидуют и свою боль выливают в эти разговоры. Хоть как-то вас немножечко там зачернить. Попытка вот такая идет. Не обижайтесь, это глупые люди, больные люди, несчастные люди, ограниченные люди. Поэтому обижаться на них не стоит. Говорят, потому что вы лучше, либо вы лучше, и поэтому и говорят. И пока вы лучше и лучше, эти разговоры они никогда не стихнут. Принимайте эти разговоры не как критику, а как комплименты. Да? Комплименты. Потому что говорят именно те, кто завидуют. Именно те, кто хотел бы быть как вы, либо вами стать. И еще мужчину показывают. Мужчина, который вот-вот на коня вскочит. Говорят, что вскочит, да. И говорят о том, что очень удачно будет на этом коне кататься. Конь небольшой, но дерзкий, резкий, быстрый. Возможно, проблемы с работой у мужчины, либо проблемы на работе у мужчины. Но ничего, все решаемо, все решается. И на коне мужчина будет скакать. Об этом речь идет. И, кстати, решится все буквально в этом месяце. Да? Если вы смотрите свежую отсыпку, апрель, да, до конца апреля точно все решится. Если вы будете смотреть позже, то до конца следующего месяца все решится. Вот именно с работой, с деятельностью, с бизнесом, да, вот чем мужчина занимается. Так, еще. А вот здесь ангелы говорят, что вы очень много добра делаете, и добро ваше вам вернется, обязательно вернется. Тут нет никаких сомнений, что добро вернется. Но добро вернется не людскими руками, не теми людьми, которым вы добро делаете, а вернется именно божественным проявлением, как божественная помощь, какое-то чудо, избавление. Вот как Боженька, да, вам добро вернет за то, что вы людям помогаете, либо за то, что вы животным помогаете. Добро вам обязательно вернется. Вот прям точно вернется, даже не сомневайтесь. А вот здесь показано, что вы как будто бы в розовых очках на кого-то смотрите. Розовые очки, да? А обман, иллюзия, самообман. Смотрите вы на какое-то чудовище лихое и видите перед собой, я не знаю, там принца либо принцессу, на благородного кого-то, феечку видите. На самом деле человек-чудовище. Розовые очки нужно снять, пока они не разбились, пока они вас не поранили. Да? Нужно просто снять. Человек не так хорош, как вы себе это нарисовали в фантазиях. Человек не так хорош, как он вам это говорит, подает себя. И здесь еще, знаете, очень похоже на Мару. Да? Человек, возможно, пользуется всякими запретными методиками, там шепотки, заговоры, обрядики, да, которые делают эту Мару, и все видят в этом человеке идеал. Да? Видят все ангелы, на самом деле это чудовище, да? Это вообще демоническое отродье. Вот, снимите поскорее очки, пока, да, очки эти не разбились, иначе потом будет больненько, очень больненько. Вот, очки надо снять. И вообще, будьте реалистом, смотрите и на людей, и на обстоятельства, на вещи, на мир широко открытыми глазами. Не пытайтесь кого-то обелить, это прям совсем ни к чему. Да, люди разные, да, люди могут совершать разные вещи, и хорошие, и плохие. Нет святых среди нас, они все уже вознеслись на небо.
Ну и надо просто, да, смотреть на жизнь, на вещи, на людей, как оно есть. Не оправдывать и не клеймить. Вот это будет самым правильным подходом. Так, еще показывают, что вам есть чем поделиться с людьми. Мудрость, знания, навыки, способности, умения. Что-то, что вы накопили, и что-то, что может быть очень востребовано. Именно своими знаниями вы можете делиться и закрыть две потребности. Потребность в общении, в реализации, потребность, скорее всего, финансовая, да, вот денежка. Вы можете на этом хорошо зарабатывать. Поэтому, мои хорошие, не стесняемся и даем миру, даем людям то, что вы имеете предложить. Но мне больше идет как какие-то специфические знания, навыки, способности, таланты. Вот, реализуйтесь, мои хорошие. Имя для этого сейчас самое хорошее, да, вам прям как этот зеленый свет включают, типа бери и делай, да, у тебя все получится. Так, задуманное. Тут вы много всего задумали. Все, что связано с дорогами, все случится, все получится, все будет хорошо. Все, что связано с какими-то покупками, лучше пока повременить. Все, что связано с добиться каких-то целей, что-то реализовать, осуществить. Здесь тоже все хорошо. Тут сами ангелы вам будут помогать. И даже устранять какие-то помехи. То есть цель и есть помеха. Ангелы эти помехи будут брать на себя и будут их устранять. Будь то люди, будь то какие-то обстоятельства, будь то стечение каких-то обстоятельств, здесь ангелы вам помогут. Все, что связано с решением проблем, там, добиться своего, от кого-то, от чего-то, что-то получить, распутать узлы, да, добиться своего. Вот здесь действительно ангелы и помогают, и устраняют помехи, что бы это ни было. Вот прям, да, здесь помощь стопроцентная идет. Так, и еще. Здесь вот как время ожидания еще какое-то идет. Вы чего-то хотите, но что-то не дается, не получается. Потому что ждать надо. Нет условий. Либо нет возможностей для реализации именно этой задумки, либо этой мечты. Да, близко, да, рядом, у других получается, у вас нет. Ну, потому что время еще не пришло. Ваше время обязательно придет. Обязательно, услышьте меня правильно. Я не могу сказать, когда, но вы это сами поймете. Сейчас вам дверь туда закрыта, но она обязательно откроется. Какие-то условия должны быть. Условия, что-то должно еще поменяться, либо произойти. Да? Тогда дверь откроется. Сейчас не форсируйте события, не тратьте свою энергию, нервную систему свою поберегите. Да? Если что-то не дается, просто повремените, немножко отложите. Да? Чуть позже попробуйте, потом еще чуть позже. Хотя мне здесь показано, что что-то должно поменяться. Причем поменяться радикально. Как условия какие-то должны поменяться. И тогда уже вообще все двери вам будут открыты. Вот. Не обижайтесь на судьбу, на ангелов не обижайтесь, на высшие силы не обижайтесь, на людей не обижайтесь. Просто время еще не пришло вам. Но точно вы это сделаете, точно это будет ваше. В самом венце у нас здесь показан колодец. И ангелы в ваш колодец водичку льют, непростую, а целебную. Колодец – это про здоровье, это про ресурсы. Ваш колодец вашими ангелами-хранителями сейчас наполняется. Может быть, у вас сейчас немножко шалит здоровье, может быть, себя чувствуете не совсем на 100. Но поверьте, ангелы над этим работают. Работают и наполняют ваш колодец волшебной водичкой. Все, вы поправитесь, все у вас будет замечательно. Ангелы о вас точно позаботятся. Вы хороший человек, вы угодны ангелам. И ангелы у вас очень сильные. Мои хорошие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.